Здравствуйте! На национальном телеканале Осетия и Рыштон вечерняя смена. Время подвести итоги дня и поговорить о самых интересных из них с авторитетными экспертами. Сегодня в нашем эфире поговорим об образовании и вспоминаем легендарного балетмейстера Хаджисмейла Варзева. Все это через несколько секунд. 3 февраля стартовали проекты «Лучший учитель года» и «Педагогический дебют». Организатор Министерства образования и науки республики, около 70 человек уже подали заявки. Столь высокая цифра неудивительна. Разыгрывается квартира. Насколько это мероприятие будет прозрачным и какие созданы условия для проведения конкурса, об этом поговорим с начальником отдела национального образования и языковой политики Министерства образования и науки Республики Северная Осетия Алания Ириной Накусовой и старшим преподавателем кафедры осетинского языка и литературы Республиканского института повышения квалификации работников образования Джульеттой Султановой. Добрый вечер. Спасибо, что сегодня к нам пришли в студию. Ну, конечно, приз «Квартира». Многие, наверное, уже, те даже, которые и не подали заявку. Сейчас, кстати, можно еще подать или уже все остановлено? Нет, конечно, сейчас уже заявку подать невозможно. Уже все сформировано. Как вы сказали, сегодня в торжественной обстановке на базе Республиканского института повышения квалификации стартовали региональные конкурсы профессионального мастерства в 2 направлениях – педагогический дебют и лучший учитель года. Ну и, конечно же, вы озвучили правильно, что около 70 человек подали заявление, а если быть точнее, то 65 человек. И из них 13 педагогов в направлении педагогический дебют и целых 52 педагога в направлении лучший учитель года. Ну вот какие-то ограничения для участия в конкурсе есть? Ограничений не было, но в положении, которое, кстати, мы в этом году пересмотрели, переработали и максимально приблизили к всероссийским этапам, было прописано, что в педагогическом дебюте может участвовать педагог, педагогический стаж которого не превышает 3 года. Ну а в учителе года, конечно, ограничений не было. А вот равные условия для опытных и начинающих учителей? Если говорить о конкурсных испытаниях, в принципе, и для одного направления, и для другого направления, я скажу так, что первый тур, он абсолютно одинаковый, что для педагогического дебюта и также для лучшего учителя года. То есть в первом туре всем конкурсантам предстоит пройти конкурсное испытание «Урок». Ну, я так думаю, провести что это провести урок, да, то есть это основное, да, что будет оцениваться, учитель, да. Но и, конечно же, внеурочное мероприятие. То есть, еще раз повторяю, эти конкурсные испытания, они одинаковы и в одном, и в другом направлении. Ну, а дальше, конечно, педагоги, которые участвуют в педагогическом дебюте, они еще не столь опытные, поэтому мы посовещались и решили, что мастер-классы они еще, в принципе, не готовы давать. Поэтому у них второй этап – это разговор с министром. И вот из 13 человек, 5 человек, то есть это финалисты данного направления, они будут участвовать в конкурсном испытании «Разговор с министром». Как собеседование, да, наверное. Да, да. Ну, то есть уже именно в этом этапе определим и победителя, и, получается, финалисты. Что же касается учителя года. Здесь, конечно же, вот я озвучила, 52 педагога участвуют. Из них во второй тур, то есть мастер-классы будут давать только 10 педагогов. Отбор такой, скажем так, серьезный, конкуренция большая. То есть 52 человека принимают участие в первом этапе, во второй же проходит всего 10 человек. Ну и, соответственно, третий, то есть то же самое разговор с министром, здесь участвуют только 3 педагога, которые набрали максимальное количество баллов. И уже из них мы будем определять, ну, счастливого обладателя. Или, сколько в финал выходит? Победитель всегда бывает один, но в финал выходят 3 человека. 3 человека выходит в финал, и будет и, значит, главный приз, и еще и денежный. А денежный?
второе и третье место, соответственно, получат хорошие денежные вознаграждения. А об этом мы узнаем на церемонии закрытия. А сейчас цифра не озвучивается? Нет, мы сейчас еще не будем озвучивать эту цифру. Мы об этом узнаем из уст главы нашей республики, потому что именно он поставил нам такую рамку, да, то есть в истории этого конкурса в нашей республике вообще первый раз такие, скажем так, и денежные поощрения, ну и тем более квартиры, такого никогда не было. Также хочу сказать, что, в принципе, такой подготовки, как в этом году, тоже никогда не было. И в рамках вот этой подготовки, которая началась давно-давно, еще в октябре месяце, мы совместно с Институтом повышения квалификации организовали прекрасные курсы повышения квалификации вот для тех участников, которые изъявили желание участвовать в конкурсе. И специально для этого мы пригласили кандидата педагогических наук из Москвы. Ну а более подробно нам расскажет. Да, пожалуйста, Джульетта, куратор. подробнее. Уже есть, да, уже действуют эти курсы? Да, эти курсы, они уже завершились. И я как представитель Института повышения квалификации не могу не сказать о той большой работе, которая была проведена, да, нами совместно с Министерством образования и науки. Конечно, институт всегда готовил учителей к конкурсам, мы курируем это направление, но на этот раз мы вплотную подошли к конкурсу, как к всероссийскому конкурсу «Учитель года», потому что мы его будем проводить в том же формате, региональный будет проходить в том же формате, который как и всероссийский, да, как и всероссийский, да. И поэтому мы взяли и те же критерии, да, и по тем же критериям мы и работали с конкурсантами, со слушателями наших курсов. А вот на занятиях были рассмотрены такие важные вопросы, как психолого-педагогические условия успешности участников конкурса. Так, психолого-педагогические условия успешности, да, успешности. Ну, это, скажем, традиционность или оригинальность методов, приемов, способов, средств мотивации и организации конкурсных заданий. Но они могут быть индивидуальны для каждого педагога. Да, конечно, они работали и в группах, работали индивидуально, работали. Это и требования к подготовке и проведению урока самого, внеурочной деятельности, мастер-класса, разговора с министром. То есть мы взяли все этапы и подробно на примерах участников предыдущих конкурсов всероссийского конкурса «Учитель года» подробно рассмотрели все этапы, все критерии, всех конкурсных заданий. И, конечно, огромную благодарность слушатели выразили Елене Михайловне, которая является членом большого жюри всероссийского конкурса «Учитель года». И я думаю, что они остались очень довольны. Вот в нашей республике этот конкурс не впервые. Нет. Ирина, вы в прошлом году стали призером как учитель родного языка. Да. Где-то в интервью вы сказали, что для вас награда, когда ученик обращается к вам при встрече по-осетински. Вот тем не менее, помимо, конечно, приза, это все приятно. Что вам дал этот конкурс и как повлияла вот эта вот победа на вашу дальнейшую работу? Знаете, когда мы первый раз собрали слушателей на курсах повышения квалификации, я обратилась к ним, я сказала одну такую фразу, вот именно с чего начала. Я говорю: уважаемые слушатели, уважаемые педагоги, коллеги, я вам сейчас завидую, потому что смотрю на вас, и у меня опять вспоминаются эмоции, да, и такое желание оказаться там, рядом с вами, и опять принять участие в этом же конкурсе. То есть, вы понимаете, во-первых, это новое знакомство, это всегда было. Во-вторых, это огромный и бесценный опыт, который, во-первых, транслирую я, во-вторых, я, конечно, наблюдаю своих коллег и беру для себя тоже очень много нового и интересного. Но и в-третьих, это на самом деле эмоции, несмотря на то, что были какие-то моменты, чем я была недовольна,
недовольна. Без этого никогда не бывает, и это правильно, так и должно быть, потому что надо, бывает, проделывать работу над своими ошибками. То есть таким образом учитель, он растет. Повышается и вообще престиж Повышает учителя. квалификацию свою в первую очередь. А все-таки престиж растет? Престиж растет. растет. И в отношении родителей, и в отношении детей чувствуется. Это моментально на самом деле чувствуется. В отношении коллектива. Вот. И на самом деле работать просто педагогом — это не для меня. Я люблю вот именно вот в таком формате, то есть участвовать, учиться, узнавать, познавать и доносить, естественно. То есть, если я, как педагог, буду обладать вот этими всеми технологиями новейшими и применять их у себя на практике, так у меня же уроки вообще тогда будут какие бесподобные. То есть я почему я там говорю? Хочу, чтобы все участники еще раз нас услышали, и завтра они показали такой результат, потому что такую работу с ними провели. Мы правда на это рассчитываем. Да. Спасибо. До 29 февраля это уже финал, а вот до 29 каждый день будут, да? Смотрите, с завтрашнего дня у нас стартует первое конкурсное мероприятие, то есть открытые уроки. Урок и учебное занятие — это для педдебюта. В течение 3 дней будут проходить согласно графику, жеребьевку провели, все как бы прозрачно, здесь ни к чему абсолютно придраться нельзя. Но и через 3 дня, то есть 7, 8 и 10 числа у нас будут конкурсные испытания, внеурочное мероприятие. Да, то есть, опять-таки, в течение 3 дней. Это урок завтра, например, те учителя, которые проведут свои уроки, после соберутся и проведут жеребьевку и достанут направления, в котором надо будет подготовить им внеурочное мероприятие. Тему же внеурочного мероприятия и класс они выбирают сами. То есть здесь мы тоже максимально приблизили все к всероссийскому финалу. И, то есть, получается, первый тур заканчивается 10 числа, понедельник. 10 числа во второй половине дня мы уже подводим итоги первого тура и озвучиваем наших финалистов. А вот по поводу прозрачности, есть какая-то онлайн-трансляция или видеосъемка, что-то, да? Да, в этом году это тоже, конечно, новшество, такого не было, но и здесь мы постарались все, как принято сейчас, прозрачно максимально прозрачно сделать. Прозрачно. Да, проделали большую работу, это сотрудники Института повышения квалификации. Проехали, мы обозначили 6 опорных школ, на базе которых по направлениям будут проходить уроки, потому что, вы понимаете, 65 человек в одной школе не могут никак провести свои уроки. И подготовили абсолютно все для онлайн-трансляции. То есть сегодня уже ссылки есть, мы чуть позже это опубликуем, и завтра абсолютно любой житель нашей республики заинтересованный, не заинтересованный, может пройти. Это не только завтра, то есть на время всех конкурсных испытаний. Они открытые будут? Да. Спасибо, спасибо. Ирина, Джульетта, ну вот сейчас, честно, уже даже я вам завидую, потому что так горят у вас глаза. Спасибо вам за вашу работу. Успехов, удачи. Ну и ждем 29-го уже финальный этап. Кто выиграет, мы тоже ждем, держим кулачки. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. У нас реклама, вернемся через несколько секунд. Продолжаем наш эфир. Сегодня заслуженному деятелю искусств России, первому профессиональному балетмейстеру Осетии Хаджисмелу Варзиеву исполнилось бы 82 года. Вспомнить и рассказать о человеке, чья творческая жизнь была непосредственно связана и с государственным ансамблем народного танца «Алан», мы попросили наших гостей в студии. Народную артистку Республики Северная Осетия Алане Эльвиру Гурциеву, заслуженного артиста Республики Северная Осетия Алане, главного балетмейстера ансамбля «Алан» Алана Макеева и народного артиста Республики Северная Осетия Алане Ирбека Туаева. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Ну вот, есть люди, встреча с которыми может как-то поменять нашу судьбу, повлиять на наше творчество. Вот Хаджисмел Варзиев, встреча с этим человеком, спрашиваю каждого, она стала какой-то, вот, может быть, судьбоносной? Хаджисмел Петрович Варзиев прожил творческую, очень сложную и очень яркую жизнь, который остался в истории Осетии у нас. Это был мастер остинского народного танца. Вот смотря те танцы, которые он поставил в ансамбле «Алан»,
Это был мастером. Сегодня на самом танцуете тоже эти танцы? деле. Ну да, конечно, танцуем. Это его щим, щим. постановка шой. Да, это его танцы, которые он поставил. Это был первый дипломированный балетмейстер в Осетии. И первым, это в 66-м году, если помню, в 68-м году он стал художественным руководителем ансамбля «Алан». И единственный, кто занимал две должности, балетмейстера и худрука ансамбля «Алан», это был Хаджисмел Варзиев. Сам по себе, вот я его как помню, я с 86 по 89 с ним работал в ансамбле, когда он был тоже худруком, второй раз уже стал. Это был жесткий человек, очень требовательный в профессии был. Насквозь видел каждого человека, ну мы выползали оттуда, знаете, он такой был требовательный, что невозможно, мы просто выползали из зала. А сколько часов репетиции шли? Сколько ему надо было, столько. вот так. Да, конечно. Это был, я же вам говорю, очень строгий, жесткий человек был. Для него время это не имело никакого значения. Для него работа превыше всего была. Человек, который уходил в себя, за 5 секунд мог уйти в себя и делать какие-то движения, сам, знаете, вот в углу. Вот смотришь на него и говоришь, мастер был. Для меня это выдающийся человек Вот был. какой-то урок вы для себя главный взяли, который сегодня вот вы вспоминаете и говорите, вот хорошо, что был у меня такой человек, у которого я научился чему-то. Конечно, мы много взяли у него. Очень много взяли. Это я, тем более, при Хаджисмеле Варзиеве стал уже солировать в танцах, что в Орлином племени, и танец Чабанов был, там поединок, в общем, вот эти танцы уже при нем, это уже начал солировать. И уже во Вьетнам мы выезжали, да, или в Индию, куда-то там. И уже там у меня как бы карьера началась вот в танце, я имею в виду, подъем. Начался при Хашмеле Варзиеве. Я его просто запомнил как выдающегося балетмейстера, художественного руководителя. А вот, Эрбек, вас спрошу, в Щимде плавный, да, плавный танец, он тоже, да, внедрил в Щимд, поставил? Он ставил народный симт, это неповторимый симт, который, я не знаю, вот на сегодняшний день действительно не нравится то, что его коверкают и по-своему переделывают, но в его бытность это было вообще что-то неприкасаемое и неповторимое. Это было вот новое какое-то вот после шоя, после поединка, ну в основном шой, то, что он народный. Это был, как сказать, новый вот вздох как бы в хореографии. Это вот бывают моменты, когда застой, все одно и то же, а потом раз и выплеснулось что-то новое. Его можно назвать новатором, да, в да, хореографии? Да. И, честно говоря, мне посчастливилось то, что он мне доверил именно в этом танце просолировать с Фарниевой. И, ну, это было именно тогда вот первый, то, что я понял, что не нужно механически танцевать, а нужно именно исполнять актерское мастерство. Там должно быть присуще именно не то, что вот в танце, в хореографии, а помимо этого еще играть. Помимо техники, да, технических. Это одна из первых таких моих больших сольных партий была, которая, не знаю, до сих пор вот во сне это видится, и до сих пор как бы ностальгия по этому всему. Эльвира, как вы были связаны, вы в то время танцевали? Ну, я с Хаджисмелом Петровичем встретилась в конном театре, причем благодаря ему я стала танцевать, в принципе. Я пришла в гости, я пришла к своим подругам, и вот он, наверное, что-то во мне увидел. Это в конном театре, да? Да, он принес вот так вот листик, он так еще пошел, напевая. Принес листик и говорит, подписывай. Я говорю, увидел, наверное, во-первых, внешние данные. Наверное. Рост, красивая. Наверное. И вот мы очень любили его, правда, очень любили. Работали, попробовали мы что-то не сделать так, как ему надо. Как он со мной репетировал поединок, это правда надо было снимать, просто люди не знали. Ну да, он до все победного показывал, отрабатывал. он все партии показывал. Он показывал, вот как это надо чувствовать. Он все... То есть женскую, да, партию, да. часть? Угу. Надо мной много смеялись. Говорили, ну, ты, говорит, столько плачешь, пока репетируете. Ну, он меня каждый раз доводил до слез. Но в итоге
результат был. Он там поставил другой поединок, не тот, который в государственном ансамбле. Он был другого рода. Там такие переживания были. И в итоге получилось. А вот вы говорите, в работе, да, он был очень требовательным человеком. А каким он был в жизни? Ну вот смотрите, я вам расскажу одно такое, то что вот, ну, имеется в виду, я не прославляю себя, а отработав в массе, он заставлял работать еще сольную партию, то есть икры на ногах. Это опухали, вот ичиги, они не давали этим икрам подвязки, вот и у нас же подвязаны еще под наколенники, и вот они не давали, до того ноги опухали, потом еще 2 минуты протанцевать именно под тот великий, по ту великую мелодию Хантесарт. Это вообще... Вы знаете, я хочу сказать, что и танцоры были другие, потому что сегодня, мне кажется, Алан, не каждого танцора можно заставить вот столько работать. Сегодня как-то немножечко, мне кажется, ленятся. Нет? Нет, ну вы не будете, вы со своих не скажете. Это, скорее всего, уже патриотизма Время того все-таки нету, другое и было. нету передачи от старших к младшинству. Вот это вот разрыв получился именно в эти годы вот после нас. И, разумеется, Алану сейчас трудно про это говорить. Нет, почему? Сейчас просто поколение другое, понимаете? Другое Тогда, поколение. понимаете, Согласна. каждое поколение исполняет свою роль. Да. Правильно? Да. Так что об этом тоже не надо забывать. Ну, это продвигается, наоборот, для нас, может, это не для нас, а для старшего поколения, может, это непонятно. А для нас это понятно. Алан, вот я, допустим, исхожу из того, что вот у меня было от кого учиться. Тотоев Казбек, Хасиев Алибек, Нодар Плиев. Мне, честно я говорю, вот настолько вот я доволен своей судьбой, что мне посчастливилось именно у них учиться там и с ними как бы от них что-то взять. Я тебя понимаю еще с такими прекрасно. педагогами. Ну вот педагоги, великими, да. Аджисмел Петрович Варзев был просто, я уже говорю, выдающийся педагог был. Он не то, что он еще был и режиссер. Очень сильный режиссер был он. Он Помимо прекрасно того, слышал музыку. он на стадионе такие ставил постановки. Так где-то человек там, не знаю, 200, 300, 400. Всегда он такие ставил. линии ставил, такие схемы ставил, что мало какого... И да, самое здесь главное, режиссер, приходил здесь это- подготовленным уже. Да, мог бы это И исполнить. с музыкой, и со схемой танца. Сейчас какие у нас режиссеры? Знаете, где-то что-то увидят, где-то переводят на стенский лад, и вот они режиссеры, там все такие балетмейстеры. Хорошо. А мы-то прекрасно знаем и видим, кто из себя, откуда вы это взято и Тема куда для это, другой конечно. программы. Так что Варзиев был великим. Да, согласна. человеком. Мы связались по скайпу с сыном Хаджисмела Петровича, с Сосланом. Он сегодня работает и живет в Москве. Я предлагаю его послушать и потом вернуться в студию. Хочу поприветствовать Владикавказ. Здравствуйте все жители, всю Северную Осетию, всех причастных к хореографическому искусству артистов. Хочу поблагодарить телекомпанию «Осетия Рестон», студию, всех сотрудников за то, что не первый раз вспоминают моего отца, вообще творчество моего отца. И хочу поприветствовать всех тех, кто в студии. Здравствуйте. И мне очень приятно, что вы помните, может быть, цените все те минуты, которые вы провели в работе с моим отцом. Что меня волнует? Меня волнует, чтобы вас слышали, массовый зритель, потому что, к сожалению, массовому зрителю необходима такая культурно-просветительская, с акцентом на профессионализм, информация из ваших уст, из уст бывших практиков, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Потому что ответственно заявляю, что те нагрузки физические, моральные, психологические, психоэмоциональные, как хотите, они не меньше, чем у профессионального спортсмена. Поэтому я всегда настаивал на том, что артист балета, тот артист, который находится, танцевальной группы, который находится в составе государственного ансамбля,
они требуют особой к себе заботы. Об этом говорил всегда мой отец. И не просто так они выходят на заслуженный отдых, на пенсию раньше, чем представители других профессий. В итоге мне бы очень хотелось, чтобы о моем отце помнили не как о хорошем человеке, как о друге, все. Это норма. Учтите, что когда, мое субъективное мнение, но когда о человеке говорят гостеприимный, там был добрый, душевный, духовный, это норма. Я настаиваю на том, чтобы для Осетии это было нормой, а не подвигом. И об этом не говорили. Когда говорят, что артист отдавал всего себя, это норма для профессионального артиста. Когда артист проживал на сцене, это норма. Артист для того и профессионал, что он по долгу, а не по обязанности, по долгу своей принадлежности должен именно вот так профессионально, через себя жить своей профессией. Как жил мой отец. Для него на первом месте была не семья, а на первом месте была работа. И когда я нашел программку Большого театра, и на ней было написано: сегодня я опоздал к Риме на свидание на 1 час, или нет, на 56 минут. Задержал, так заработался с Лавренюком, ставя танец тур. И так заработался общением или опаздывал. Почему? Он общался с Григоровичем по теме именно Остинского народного танца. И споры были такие, что Григорович утверждал, что это Испания, а мой отец говорил: нет, это Осетия. Но мы отвлеклись. Я хочу пожелать, во-первых, всем присутствующим и всем причастным к хореографическому искусству, к народному танцу, чтобы мы застали тот момент, когда Остинское танцевальное искусство оказалось в обойме мирового, в сокровищнице, в обойме сокровищницы мирового танцевального искусства, наравне с ривердансом, Фридрихштадт-Паласом и так далее, и так далее. Всем удачи, всем здоровья и, будем говорить, таких банальных очарований, количество которых, чтобы росло и росло. До свидания. Спасибо большое. Все-таки, вот, чтобы как-то подытожить нашу беседу, хочется спросить, в чем талант Хаджисмейла Варзиева? Вот Хаджисмейл Варзиев, у него уклон был к фольклору. Все-таки ближе к фольклору он стоял. Вот Мехазарон-то танец был, вот что, это же все фольклорное, понимаешь? Это все фольклор. Ближе к народу. Ближе к народу. Он из народа брал. Он даже от стихов вот народных наших остинских, он мог составить танец. Из песни народной он мог слушать. Я же говорю, непредсказуемый человек он был. Он мог вот так включить музыку, слушать музыку, и у него создавался танец даже вот в этом вот каком-то обряде. Он смотрел где-то старинные обряды, вот ездил по селам и смотрел на всем, знал. И вот он начинал придумывать танец. От фольклора он все-таки отталкивался оттуда. Ну, может быть, тогда, в тот момент он Это был единственный человек. Второго я такого не видел. Он делал то, что нужно народу. Да. Вы знаете, у него что было? У него не было притворства, у него не было выискивания. Он был искренний. Вот как Суслан говорит, это обязан, должен. Но он был. Но у него не было такого, что он выискивал для себя, для своей выгоды. Все, что у него было, это вот такой хороший сын, как Суслан. Все, что было у него, коллективы были. Все, что было, его любила заслуженно вся республика тогда. И до сегодняшнего дня, надеюсь, тоже. Не из-за того, что вот от события к событию, а к тому, что он действительно этого заслуживал. Он своим трудом этого всего добился, но ничего взамен не требуя. И не засматриваясь в глаза. Не, вот этого не было точно никогда. Если он считал что-то нужным сказать, у него не было, что он оглядывался на какие-то там регалии или что-то. А проблем в связи с этим потом не было? Конечно, были. Проблемы у всех были, есть и будут. Конечно, были. Кому Но это его не нравится открытый останавливало человек, кому никогда. нравится искренний человек. А результат?
Вот Да. говорят, что Хаджи Исмаил Петрович, он обладал такой какой-то особой энергетикой. Вот эту энергетику, ну, такие люди, они, конечно, всегда выделяются среди коллег. Вот эта энергетика, она однозначно всегда притягивает только удачу. Нет, наоборот. 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 Но рядом с этим человеком невозможно оставаться равнодушным, и уж точно не работать невозможно. Ну, не знаю, по-моему, я права. Ну, он был юморной человек, Да, он всё был, было. в то же время соображал на ходу все, что надо. У него лишнего ничего не было. Ну, бывают там какие-то, у любого человека отклонения, бывают какие-то недопонятия, но если работаешь, работаешь. Если в жизни он, допустим, ко мне относился как к своему другу, я думаю, и к Алану тоже, или то же самое, ко всем одинаково относился. То есть он умел жить, он умел работать, и в то же время не заставлял, а заинтересовывал он. Вы о нем говорите как о трудоголике, о том, что он всегда в работе, но если вы сейчас сказали, что он к вам относился как к другу, наверняка вы знаете, как он отдыхал. В жизни, да, он относился как к другу. У меня даже фотографии есть, где мы там где-то на вокзале могли картишками перекинуться в дурачка. Там... Ну и рыбалку любил? Как? Рыбалку, нет? На рыбалку. Нет, не любил? Ну, на рыбалку это мы даже не мечтали попасть с ним. Потому Времени что не настолько он был фанатом. Он приезжал на своей 21-й «Волге», которую он ни на что не Никогда не менял променял. никогда и не хотел. Ну, по крайней мере, до того момента, как жизнь нас разлучила. И вот он с таким азартом это все рассказывал. Вот мы едем, вот так там бывает, то там бывает. И в то же время на работу заходил, у него все Остается за пределами оставалось на помещения. улице, а профессионально у него... Спасибо вам большое. Спасибо, что вы поделились своими личными воспоминаниями. К юбилею заслуженного деятеля искусств России Хаджи Исмаила Варзева был снят пару лет назад документальный фильм «Сопротивление». Материал был создан продюсерским центром «Грани мира». В прошлом году перед премьерой мы встретились и с режиссером фильма Любовью Азаматовой, а также сыном Хаджи Исмаила Сосланом Варзевым. И после выпуска новостей мы предлагаем послушать это Единственный интервью. момент, я еще нюансы хочу добавить. Вот дай Бог каждому из нас таких сыновей, как Сослан. Да. Уважающих своих старших. Спасибо. Послушать интервью, посмотреть фильм «Сопротивление» сразу после выпуска новостей. До встречи. Всего вам доброго.